Научно-практическая конференция, собравшая более 100 представителей из 40 городов воинской славы, началась с демонстрации видеоролика, рассказывающего историю этих городов. После с приветственным словом выступил мэр столицы Муслим Хочиев. Он отметил роль защитников Грозного в Великой Отечественной войне и то, что почетное звание было присвоено заслуженно. Рад приветствовать вас в городе Грозном, в городе воинской славы. В 2000-х годах, как вы видели из фильма, наш город, как и вся республика, лежал в руинах. И по воле Всевышнего, только огромное желание чеченского народа выжить и выстроить новый мир помогли нам встать на ноги после многолетних войн. По кирпичикам разбирали старый Грозный, от которого оставались только руины, и строили на его месте новый, цветущий, безопасный город. Понимая, что без патриотического настроя и духовного возрождения нация не может выжить, разобщенный политическими, религиозными распрями народ объединил первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. На протяжении более чем тысячелетней истории России патриотизм ее многонационального народа является фундаментальной основой ее государственности, суверенности и самобытности. И в этом сила России – источник ее могущества и процветания. Тема эта для меня имеет какой-то такой сакральный смысл, на который и вопрос патриотизма, это не тот вопрос, на который можно очень просто ответить, да, какими-то формулировками, вычитать что-то из Википедии, из каких-то словарей и сделать соответствующие выводы. Россия в этом смысле, она не похожа. Вот понимание российского патриотизма, оно качественно отличается. Государство оно собиралось из разных народов, из разных земель, оно выпестовывалось как мощная держава. В качестве почетного гостя конференцию посетил и избранный глава республики. В своей речи он отметил важность подобных конференций, так как они способствуют правильному пониманию значения патриотизма в жизни каждого. Дорогие друзья, я приветствую участников и гостей научно-практической конференции «Патриотизм как общенациональная идея России». Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал патриотизм национальной идеей, которая позволит нам построить светлое будущее. Я целиком и полностью разделяю это мнение. Чеченская республика накопила богатый опыт в вопросах духовного патриотического воспитания молодежи. Реализация утвержденной мною несколько лет назад единой концепции позволила создать постоянно действующий и эффективный механизм, который дает очень важные результаты работы с молодежью. Первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, является ярким примером того, как самоотверженное служение народу и любовь к Отечеству может переломить ход истории. Ахмад Хаджи и тысячи его соратников на рубеже веков вступили в непримиримую схватку с международными террористами и экстремистами из более 50 стран. Мужество и патриотизм позволили им отстоять целостность России и вернуть мир в республику. Сегодня наша страна оказалась в центре массированного идеологического и экономического давления со стороны Запада. Нам пытаются диктовать условия, навязывать чуждые ценности. Целью этой атаки является раскол в обществе, дестабилизация обстановки, развал государства. Но российский народ демонстрирует единство и сплоченность. Это выразилось в итогах выборов, которые прошли 18 сентября. Подавляющее большинство избирателей проголосовали за партию «Единая Россия». Тем самым они выразили поддержку патриотическому курсу президента Путина, направленную на укрепление позиции России как великой державы и развитого демократического государства. Дорогие друзья, дальнейшая судьба нашей отчизны определяется не словами, а согласованными действиями тех, для кого интересы страны и народа стоят на первом месте. Именно такая гражданская позиция патриотов и лежит в основе национальной идеи, которая обеспечит России счастливое и достойное будущее. Уверен, что данная конференция послужит этой благородной цели. Желаю вам плодотворной работы. После выступления глава республики вручил почетные грамоты участникам конференции. За значительный вклад в дело патриотического воспитания молодежи многолетний добросовестный труд награждается почетная грамота Чеченской республики Гарбань Сергей Иванович, председатель Союза городов воинской славы, глава администрации молодого самоуправления. Сергей Игнатьевич, председатель Совета директоров округа Краков, учредитель и комиссии организации благотворительных фонд Сергей.
конференции участники обсудили вопросы патриотического движения в городах воинской славы, роль патриотизма в становлении и развитии российских государств, духовное наследие России как основа формирования патриотического сознания российских граждан, а также коснулись темы противодействия экстремизму и этноконфессиональным конфликтам на примере Чеченской Республики, новые формы и методы патриотического воспитания детей и молодежи. Чеченская Республика является достойнейшим примером лучших практик патриотического движения, воспитания подрастающего поколения. Союз городов воинской славы считает необходимым, Рамзат Ахматович, озвучить свои инициативы. Первое. Мы предлагаем безвозмездно передавать городам воинской славы старую технику из Министерства обороны для целей создания в парках городов воинской славы, парков Победы. Все эти парки мы готовы создавать за счет средств муниципалитетов. Город Ростов-на-Дону готов выступить с этой инициативой. Второе. Также создать в городах воинской славы центры патриотического воспитания под названием «Единым Победа». После выступления Сергей Иванович вручил главе республики грамоту за активное и плодотворное сотрудничество и знак отличия за ратную службу. Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики, герою Российской Федерации. Собравшиеся обменялись опытом лучших практик развития патриотического движения в своих регионах, обсудили вопросы духовного наследия городов. В рамках форума Союз заключил соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой. Документ, направленный на совместную работу в деле сохранения военно-исторического наследия, подписали Рамзан Кадыров и Сергей Горбань. Политический деятель Анатолий Карпов выступил с речью, посвященной необходимости патриотизма в каждом сильном государстве. Это то, что помогает отстоять свою независимость во все времена. Даже у самых искушенных и опытных путешественников мира будет возможность и есть чему порадоваться в городе Грозном, который отстраивается, который стал действительно такой жемчужиной мира. И не случайно Грозный получил уже много международных премий. Я уверен, еще больше получит. Патриотизм, знаете, вообще это база, на которой сегодня основывается жизнь и деятельность любого сильного государства. Это стабильность, это уверенность в развитии. И вот то, что отличает Россию, сегодня мы говорили по истории, дружба народов, единство народов, крепость духа. Это позволило нам отстоять нашу независимость. Далее политический деятель, он же 12-й чемпион мира по шахматам, вручил символичный подарок главе республики. Исходя из высказанных в ходе обсуждений идей, участники конференции рекомендуют формирование патриотического сознания населения Российской Федерации ввести в практику проведение ежегодных парламентских семинаров и форумов. Наш патриотический отряд называется «Юные кадыровцы». Мы занимаемся тем, что помогаем ветеранам, помогаем нуждающимся людям. То есть мы хотим быть полезны для нашего народа, для нашей республики. Более того, мы проводим беседы в нашей родной школе с начальными классами для того, чтобы с самого раннего возраста развивать этот патриотический дух. В завершении конференции участники отметили, что работа по формированию патриотического сознания нуждается в дальнейшем развитии, но для этого необходимо консолидировать усилия государственных и общественных организаций и движений.